Привет всем! И снова мы в нашей студии. Я Кристина. Я Катя. Сегодня мы творим и вытворяем в очередной раз. И что мы сегодня будем делать, Кристина? Сегодня мы декорируем горшки с помощью цемента. У нас в магазинах есть специальный цемент для декора, с помощью которого мы сегодня попробуем создать интересные формы, интересную идею для старых горшков. В нашем случае мы взяли новые горшки, но если у вас дома в саду, на даче есть старые ненужные горшки, может быть, с какими-то побитыми краями, со сколами, их вполне можно реанимировать и сделать что-то интересное и креативное. Так, а как мы будем форму придавать? Форму будем придавать специальными полимерными глинами. Я смотрю, у нас много разных видов. Вот это, например, очень легкая. Да, она легкая, ее идеально для украшений, для детского творчества. Это имитация гранита. Здесь ее, может быть, не очень удобно использовать, потому что будем сверху покрывать цементом, вся красота скроется. Будем использовать самую простую, имитация глины, которая самостоятельно высохнет на воздухе. То есть мы сначала создаем форму, сверху покрываем цементом и делаем акцент на каких-то деталях. Хорошо. Приступим. Открываем нашу глину. Глина очень мягкая у нас попалась. Для того, чтобы она не липла к рукам, можно смачивать водичкой. Ну что, форму мы сделали. Что дальше? В идеале оставить на сутки, подождать, пока это полностью высохнет. Но для быстроты и экономии времени мы воспользуемся феном. Ну что, Кристина, что мы делаем дальше? Дальше разводим цемент и покрываем им поверхность горшка. Для чистоты эксперимента одеваем перчатки. Раствор затвердевает очень быстро, поэтому лучше разводить его маленькими порциями в маленьких чашечках. Можно сделать более густой раствор, я делаю более жидкий, чтобы вот так вот наносить. Наносим просто, да? Да. А я вот тут покрыла глину, это правильно вообще? Или лучше не надо? Вообще, как говорит фантазия, то есть можно какие-то места оставить открытые. Ну вот, цемент у нас нанесен, уже подсох. Как мы теперь будем его декорировать? Декорировать будем с помощью акриловых красок. И можно использовать только акриловые краски или что-то можешь еще нам посоветовать? Можно использовать различные тонирующие пасты, которые в магазинах Kunst и Hobby великое множество. От эффекта ржавчины до такого перламутрового ярко насыщенного, синего, зеленого. Их очень-очень много различных вариантов. Ну что, погнали? Можно в работе использовать различные эффекты. То есть первый вариант: берем те же самые губки и просто проводим по поверхности, по краешку, например, каким-то выпуклым деталям. Второй вариант: берем кисточку из жесткого ворса, берем краску и просто брызгаем по поверхности. То есть получаются такие космические брызги. Лучше, конечно, делать это в перчатках, но мне уже терять нечего. Краску можно наносить не плотным слоем, а слегка касаясь, и тогда, получается, фактура наша вся будет просвечиваться. И тоже эффект такой интересный, можно взять на вооружение. Покрыли темным тоном, сверху для акцента намазываем, накладываем какой-нибудь другой. Можно полностью закрашивать, можно выборочно. В моем случае я все закрашиваю. Мы закончили нашу работу, и вот такие горшки у нас получились.
Впоследствии, когда это все высохнет, можно закрепить спрей-лаком, если особенно вы куда-то на улицу его будете использовать. Спасибо, что были с нами. Смотрите наши ролики. Подписывайтесь на наш канал, Ставьте пальцы вверх. оставляйте комментарии, пожелания, пишите вопросы. Спасибо. Пока!